ряду весьма успешных, заставляют надеяться на то, что вдруг Интер попробует сделать то, что пока никому сделать не удается. Например, Ювентус обыграть. Посмотрим, как сегодня Ювентус сыграет с Болоньей. Я вам не буду говорить, как проходит параллельный матч. Ну, а главное событие – это матч между Интером и Ювентусом в ближайшие выходные. Поэтому, конечно, сегодняшнюю игру с Сампдорией нужно рассматривать в контексте предстоящей игры с Ювентусом. Это касается и ротации состава, и многих других обстоятельств. К сожалению, по целому ряду причин, за эти выходные мы отстали от Европы на целый час. Европа вернулась в астрономическое зимнее время. Мы же остались во времени летнем. И мы, комментаторы НТВ+, а также, я думаю, миллионы, если не десятки миллионов зрителей, кто по будням смотрит не только европейские чемпионаты, но в первую очередь и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, все-таки надеяться на то, что здравый смысл восторжествует, и в ближайшие недели мы синхронизируем свое время со среднеевропейским, по крайней мере, на европейской части России, с тем, чтобы в какое-то адекватное время отходить ко сну после просмотра футбольных матчей. Но пока, к сожалению, вот на часах 46 минут 12-го, полночь вскоре. Так что и только истинные, я думаю, поклонники футбола и болельщики Интера либо Сампдории сейчас расположились у экранов. Так что честь вам и хвала, что вы дождались. Но вот есть определенные, к сожалению, большому издержки для футбольных болельщиков в непереводе часов. Итак, давайте теперь ближе к делу. Сегодня 31 октября еще пока в России, в Италии еще час 15 до полуночи, Хэллоуин. Но, правда, в Италии праздник такой, скорее, для детей, больше развлечения. В англоязычных странах Хэллоуин является по-настоящему праздником. Но, тем не менее, День святых все-таки существует. И неделя всех святых в христианской культуре присутствует. Поэтому на трибунах довольно много людей, которые пришли в такой вот экипировке соответствующей, с какими-то знаками и символами, в которые принято облачаться, одежды, специальные колпаки и все прочие атрибуты вот этого весьма и весьма веселого, можно сказать, даже детского праздника. Ну, не думаю, что это будет иметь какое-то отношение к футболу и к сегодняшнему матчу, хотя, возможно, и с этим в том числе связана очень низкая посещаемость. Показали крупный план Сан-Сиро. Ну, жалкая, прямо скажем, аудитория для матча, который обещает быть очень и очень интересным, учитывая турнирное положение обеих команд и учитывая то, что Сампдория, в общем-то, показывая неплохой футбол, начав сезон успешно и вверху турнирной таблицы, сейчас скатилась в нижнюю часть очень плотной итальянской таблицы, где от 7-го места до 19-го всего-навсего 5 очков. Ну и Страмачони, главный тренер Интера, предваряя сегодняшнюю встречу, сказал о том, что нельзя недооценивать Сампдорию и нельзя судить по месту в турнирной таблице об этой команде, потому что, по мнению наставника Интера, Сампдория играет гораздо лучше, чем то количество очков, которое она, Сампдория, сумела к этому 10-му туру набрать. Во вторник начался этот тур. Милан в очередной раз не сумел выиграть. Ничья с Палермо 2-2. Палермо стоит на вылет. Милан примерно там же. Хотя из-за плотности, опять-таки, в турнирной таблице Милану удалось подняться аж на 9-е место в настоящий момент. Но все можно изменить буквально несколькими успешными матчами. Антонио Кассано против бывшей команды. Он после травмы восстановился и вышел сегодня в стартовом составе. Давайте тогда к составам и перейдем. Итак, Ханданович в воротах Интера, Санетти 4-й, Самуэль 25-й, Раноки 23-й, Перейра 31-й, Гуарин 14-й, Мудингай 26-й, Гаргано 23-й, Кассано 99-й, Милиту 22-й, Паласио 8-й. Страмачони, главный тренер Интера. Сампдория, Ромеро в воротах, Берарди 13-й, Гастальделло 28-й, Россини 35-й, Коста 3-й, Мунари 11-й, Тиссоне 12-й, Поли 16-й, Эсчегарибия 2-й, Эдер 23-й, Сориано 21-й номер, Чиро Феррара, главный тренер Сампдории. Как-то не попадалось мне на глаза Сампдория в этом сезоне частенько. Ну вот один из матчей Сампдория я комментировал. Не знаю там, что считает итальянская пресса, что считает Страмачони. Но Сампдория, вот тот матч, который
я работал не так давно, показала очень скучный футбол, в котором, ну, толком зацепиться было, честно говоря, с точки зрения содержания игры абсолютно не за что. Пока карьера Феррары складывается не самым лучшим образом. Его Ювентус играл очень скучно, молодежная сборная Италии, ну, слишком мало матчей провела, чтобы делать какие-то выводы. Сампдория начала вроде бы по результату неплохо, но по качеству игры, по впечатлению, которое команда свою игру оставляет, пока все-таки, ну, есть определенный вопрос. Вопрос, например, почему Макси Лопес в запасе. Его оставили сегодня на лавке. Вышел Эдер в качестве центрального нападающего. Ну, какими соображениями руководствовался Феррара, можно только догадываться. Что касается хозяев поля, то, как всегда, Интер весьма интернационален. Лишь 2 итальянца. Самая неитальянская команда, так уж исторически сложилось, Интер. И продолжает таковой оставаться. Лишь 2 итальянца, Кассано и Раноки, сегодня вышли в стартовом составе. Да и то участие Раноки было под вопросом в матче, потому что у Интера впереди Ювентус. Причем матч выездной. Он состоится в субботу в 23:45 по московскому времени. Поэтому Раноки, который на карточке, сегодня предполагали, что может остаться в запасе с тем, чтобы не схлопотать дисквалификацию. Другого игрока, который на карточке тоже находится, Фредди Гуарина, также Стромачони поставил стартовый состав. То есть задача не отстать после этого тура от Ювентуса, не потерять очки в домашнем матче, с тем, чтобы как минимум подойти к личной встрече с неувеличенным преимуществом Ювентуса. 25 очков сейчас у Ювентуса, у Интера 21, и Интер на чистом 3-м месте, опережая Лацио уже на 3 очка. У Лацио 18, ну дальше Фиорентина уже еще больше отстает, 15 очков, у Ромы и того меньше 14. Рома скорее к нижней части таблицы ближе, нежели чем к верхней, как это не парадоксально звучит. 6 очков отнять у Ромы, и она будет на 16-м месте, а прибавить 6 она не будет выше Интера. Вот такая любопытнейшая турнирная таблица в чемпионате Италии. Гаргану с мячом. Был вопрос сегодня, как сыграет Интер в защите. В 3 защитника, либо в 4. Ну вот ответ дан. В 4 в линию играет сегодня Стромачони, Самуэль, Раноки, Санетти и Перейра. Но это понятно почему. Один нападающий у соперника, и втроем в центре обороны там держать никого не нужно. Возможно, что против Ювентуса Интер сыграет по нынче очень модной в Италии схеме. Все больше и больше клубов на эту схему переходит. Вот Милан с недавнего времени играет, правда, безуспешно пока схему 3-5-2. Гасперини, если помните, пытался эту схему наладить в Интере, но у него ничего не получилось. Более того, после неудачной попытки перестроить оборону на 3-5-2 и отставки бывшего тренера Дженова, преемник уволенного тренера столкнулся с очень большими проблемами по восстановлению игры Интера и по обучению вновь команды играть в схему с 4 защитниками. Но Стромачони пробует разные варианты, и вариант с 3 центральными у него тоже есть. Много пишут, много говорят о Стромачони. В Италии действительно был неожиданный выбор Массимо Моратти, ну, как, в общем-то, и все последние его выборы, кроме, может быть, Муриньо. Ну и пока Стромачони своей работой скорее радует, нежели чем разочаровывает. Ну и сам наставник Интера недавно высказался в таком духе, что Моратти всем доказал, что он находился в здравом уме и рассудке, принимая вот такое решение, доверяя команду совсем юному, абсолютно неопытному специалисту. 0-0 счет. Первый тайм идет. Преимущество по владению мячом у Интера. Паласио возвращает мяч назад. Тоже игрок хорошо знакомый
с генуэзским футболом. Выступал он за Джену в течение долгих лет, весьма успешно и регулярно Сампдории в дерби забивал. Ну и Диего Милито тоже бывший игрок Дженуа, так что здесь с Генуей связей у игроков команды Интер, у нескольких человек связи определенно есть. Ну вот команда Сампдория пытается подойти к чужой штрафной площади. Мяч застрял в ногах соперников, и левым флангом Перейра отправляется вперед, притормозил, оставил мяч Антонио Кассано. Сильно обновилась Сампдория после ухода оттуда Кассано и после пребывания Сампдории в серии Б. Почти никого из той команды, за которую Кассано с Пацини, также игравшим в Интере, ну, вернее, в Милане, скажем так, в городе Милане, никого почти не осталось. Один из их бывших одноклубников до России доехал, сейчас за Локомотив. Рота Циглер выступает. Ну, то, что Сампдория вернулась, это здорово, потому что вместе с Сампдорией вернулась генуэзское дерби. Ну и вообще Сампдория команда важная для итальянского футбола, для серии А. Команда, с которой связаны имена таких футболистов, как Гулlit, например, или Роберто Манчини, или Джанлука Виалли. Все это люди, так или иначе, проявлявшие себя в Сампдории. Ну и Свен-Йорн Эриксон, который с этой командой выиграл чемпионат Италии довольно-таки неожиданно и почти выиграл Кубок Чемпионов. В одном шаге была Сампдория вот этого, безусловно, выдающегося для скромной команды из небольшого города достижения. Довольно плотная игра, пока без особых свистков. Довери, главный арбитр сегодняшнего матча. Судейская тема, как в России, так и в Италии, одна из первополосных. Судейство в Италии обсуждают очень много. Мы в этом отношении еще пока сильно отстаем. Не хотелось бы, конечно, в этом плане Италию догонять, потому что все-таки перебор с судейскими всякими разбирательствами. Но некоторые случаи действительно являются выдающимися по своей противоречивости. В частности, ситуация, которая имела место в матче Катания-Ювентус, хотя уже прошло 3 суток, продолжает на первых полосах и на первых титульных страницах в интернете, на итальянских сайтах разбор этого момента, эпизода висеть. И бурно все это дело обсуждается. Гол, чистейший гол Катани, который судьи отменили после 44-секундного совещания. Неплохая атака. Паласио, мяч не лег на ногу Паласио, пролетел выше ворот. Но в прошлом году мы как раз периодически так попадалось, когда Дженуа рассуждали о том, почему же Паласио не играет в топ-клубе, что он делает в Дженуа, в которой он провел 3 года после Боки Хуниорса, в котором он выступал весьма успешно, наколотив с 2005 по 2007 год за 2 сезона в аргентинской премьере 37 мячей. Почему же не получает он приглашение от топ-клуба? Ну и когда мы это с коллегами обсуждали, особенно с теми, кто хорошо с аргентинским футболом знаком, вот коллеги говорили о том, что очень травматичный, подверженный травмам футболист, хотя это очень спорное утверждение. По сути дела, вот я смотрю, с 2005 года почти без замен играет Паласио, но 32 матча в сезоне, 24, 23 матча. Тут очень много. Нельзя сказать, что он там по полсезона пропускает. Вот, поэтому, наверное, не только в травмах дело, в каких других делах, моментах трудно сказать. Но вот дождался своего часа. Пусть Интер именно в этом сезоне, к сожалению, для Паласио не играет в Лиге Чемпионов, только в Лиге Европы. Но шанс побороться за Лигу Чемпионов как минимум у Интера есть. Хотя в Италии, как вы знаете, это стало сделать сложнее. Только 3 места первых попадают в Лигу Чемпионов, причем 3-е через квалификационный турнир. Ну, короче говоря, у Паласио, как и у Милито, кстати говоря, вот появился шанс. Милито им блестяще воспользовался и, кстати, выиграл Кубок Чемпионов, перейдя из Дженуа в Интер в возрасте 31 года. Но этот мяч летел мимо ворот, поэтому Ханданович зря вот так нас развлек своим полетом под перекладину. Не обязательно это было делать, потому что мяч летел в сторону от ворот. Но настолько это получилось неожиданно, что Ханданович где-то на секунду потерял створ, по-моему. В общем, очень рад я за Паласио. Честно говоря, симпатизирую
этому футболисту. 19 мячей в прошлом сезоне. Вообще блестящий сезон он провел прошлый в Дженуа. Один из лучших игроков сезона, я думаю. И свое место в Интере он, безусловно, заслужил. Хотя играет редко. В основном попадая под вот этот самый популярный в Италии терн-овер. Ротация состава. Как ни скажи, все равно слово иностранное получится. Всего лишь 3-й матч в основном в составе у Родриго. Пока забит 1 мяч. Был момент у него сегодня отличиться, но пробил Родриго выше ворот. Милито. Как всегда, очень много аргентинцев в составе Интера, но один из главных аргентинцев сегодня в запасе. Камбьясо как раз попал вот под ротацию, под терн-овер и сел в запас. 7 человек из Аргентины в заявке Интера. Ну а если добавить сюда колумбийца Гварина, то получается 8 10 латиноамериканцев. Есть еще 2 уругвайца в составе Гаргану Перейра. Так что самая испаноязычная команда. Сирия после... ну, Катания могла в прошлом году поспорить, когда там по 7-8 аргентинцев выходило в стартовом составе. Без моментов проходит игра. Самдория играет в свой традиционный ферраровский футбол с акцентом на оборону, ну и с попыткой выходить из обороны в контратаку. Что касается результатов, то Интер 7 подряд матчей выиграл после поражения дома от Сиены. Поначалу ведь доставалось очень прилично Стромачони. И дома Роме проигрывал Интер, и Хайдуку проигрывал. И что он только не делал. Милито с мячом. Милито на паузе входит, затаскивает мяч в штрафную. С острого угла бьет, но не имел права. Здесь Ромеро, вернувшийся в состав после пропуска предыдущего матча, не имел права пропускать этот мяч. А что касается Феррары и его команды, то дело совсем плохо. Самдория проиграла 5 матчей подряд. После того, как практически в лидерах находилась. Ну и поскольку в Италии к тренерам относятся весьма и весьма жестко и не дают возможности долго проигрывать, здесь остается только Феррари уповать на спокойствие и огромный житейский и управленческий опыт президента Самдории, многоопытного человека, который имеет, в принципе, терпение, потому что он до последнего выходки Кассана терпел, но потом все-таки это терпение лопнуло. Так что, в общем, даже у таких людей это самое терпение не безгранично. Это я к тому, что, возможно, этот или ближайший матч Самдории может стать последним для Феррары. И последует тренерская отставка, что в Италии абсолютно нормальное дело. Проиграл 2-3 матча, свободен, а Самдория проиграл 5 подряд. Ну, хуже некуда. И так Феррари, видимо, только за былые заслуги. Футболист все-таки он был большой, большущий даже, можно сказать. Вот за былые заслуги, видимо, пока его терпит и определенный кредит доверия этот наставник имеет. Ну, все зависит от настроения Рикардо Гарроне. Пока шанс у Феррары исправить ситуацию есть. Кассано ведет переговоры с судьей. Судя по всему, безуспешно. Кассано не удовлетворен решением арбитра. Как видите, проливной дождь в Милане, соответственно, скользкое поле, скользкий мяч. Ну, пока эти погодные условия никак на игре не складываются. Перейра у мяча. Неплохая подача, удар поворотом. Это, можно сказать, опасно. И, по-моему, Вальтер Самуэль наносил удар поворотом. Не попал в створ.
Несмотря на отсутствие Лиги Чемпионского места и, соответственно, Лиги Чемпионских денег, с тратами у Интера все в порядке. Массимо Моратти денег на любимый клуб не жалеет, поэтому комплектован Интер очень даже неплохо. Хорошие игроки, не попадают в стартовый состав, сидят в запасе. А много молодых игроков появилось, интересных, талантливых в составе Интера в этом году. Ну, вот тот же Перейра, например. Мудингай. Хорошее приобретение. По-моему, российские клубы, в частности «Зенит», была такая информация у нас в электронных СМИ проскакивала, что интересуется Мудингаем. «Зенит» — это было бы сильное приобретение. Мудингай — один из лучших, на мой взгляд, полузащитников серии А, вот такого оборонительного плана. Но вот Интер доказал, что так оно и есть, пригласив футболиста к себе. Довольно регулярно Мудингай выходит в основном составе. Выбор полузащитников в Стромачоне хороший. И здесь турновер можно проводить практически безболезненно. Дурацкая ситуация. 1-0. Гол. Сампдория открывает счет. Дурацкая ситуация. Нелепейшая ошибка игроков обороны, которые вдвоем полезли на один мяч, не поделили его толком, никому не удалось по этому мячу как следует пробить. И Мунари оказался проворнее других, тихонечко отправил мяч в ворота Хандановича. 1-0. Самуэль и молодой, талантливый, но пока что очень медленно прогрессирующий Раноки. Сколько же проблем он Интеру доставил своей крайне неуверенной игрой в предыдущие 2 сезона. И грубейшая ошибка защитников. 1-0. Интер проигрывает на своем поле. Гаргано. Кассано. Паласио до мяча не добрался. Пробить Гуарину пока еще совсем не заметен Фредди Гуарин. Паласио. Санетти. На месте Ромеро. И Паласио пока, не Паласио, а Перейра пока не очень часто помогает атаке. И я сказал, что футболист молодой, ну, конечно, относительно Санетти он совсем еще юноша. 26 лет для Италии не возраст. Совсем-то мальчишек почти нет в составе Интера. Самый молодой из них получил травму. Кутинью и пока играть не может. Это не единственная потеря Интера. Обе на 3 недели выбыл, Марига на 2, Снайдер на примерно 2-3 недели, Киву 3 недели, Станкович до конца месяца, скорее всего. Нет, это не пенальти, это штрафной в пользу Сампдории. Четверть матча позади. Сампдория выигрывает, воспользовавшись ошибкой защитников Интера, которые не разобрались, кому играть мяч. Раноки или Самуэлю. И в итоге 1-0. Очень интересный персонаж приезжал поддержать Интер при подготовке к этому матчу. Олимпийский чемпион
Лондона по тэквондо в категории свыше 80 килограмм. Карло Мальфетта, болельщик Интера, был в Апьяно Джентиле на базе Интера вчера. Ну, пообщался с футболистами. Его персонально Хавьер Санетти пригласил присутствовать на тренировке. Ну и, в общем, пообщался он с футболистами, со Стромачони познакомился. Ну, может быть, какие-то приемы показал, хотя вряд ли мы об этом узнаем, потому что уж точно это на футбольном поле и за его пределами даже в раздевалке запрещено. Интер на чужой половине поля, пока без моментов. Гаргано. Кассано. Сумел все-таки найти возможность навесить. Ой-ой-ой, это неприятно. Хорошо, что не головами столкнулись футболисты Сампдории Интера. Перейра. А нет, все-таки по голове задел он по затылку защитника Сампдории. Но в основном плечо в плечо пошли они друг к другу, поэтому должны обойтись все. Ромеро отправляет мяч на чужую половину поля. Эдер пока без мяча. Но при всем при этом Эдер-то и не нужен, потому что Сампдория и без него забила. И после этого не позволил Интеру пока что создать ничего у своих ворот. Раноки, кстати, тоже в Дженуа провел полсезона в аренде. А после этого уже окончательно перебравшись в Интер. Ну, к несчастью для себя, Раноки попал в паре известных специалистов, при которых прогресса добиться ему было сложно. И он его, собственно, и не добился. Хотя по-прежнему считается одним из самых талантливых защитников Италии, а Марко Матерацци пообещал сделать из него игрока экстра-класса. Кассано зря простреливал вдоль штрафной площади, мог бы и сам попробовать пробить поворотом. Сампдория пытается начать атаку. По счету сейчас Сампдории играть удобно. Она выигрывает и не обязана идти вперед. Может совершенно спокойно сосредоточить свои действия на обороне. Штрафную Интер заходы осуществляет, но пока не опасно. Перерыв сейчас сам споткнулся. Хотя судья считает, что не без помощи соперника. Получил устное замечание Сориано. Мяч у Самуэля. А пока не оставляет Интер своей игрой цельного впечатления. Я думаю, что против Ювентуса будет очень сложно. Ну, по крайней мере, будем надеяться, что стадион хотя бы соберется. Самуэль локтем, пожалуй, что задел Эдера. Тот лежит на газоне, вставать не хочет. Ему нужна помощь.
Хотя вроде ничего страшного не произошло. Поднялся, посмотрел, где мяч. Задел, конечно, лицо соперника. Самуэль, не знаю, мне кажется, такую борьбу вести арбитр не должен разрешать. Явно с руками выпрыгивал Самуэль, выставляя их вперед с опасностью нанесения травмы сопернику. Мне кажется, это надо свистеть и назначать штрафную. Естественно, в пользу атакующей команды, в данном случае Самдори. Ну, хорошо, что вы скажете, а что свистеть, с ним ничего не случилось. А если бы глаз выколол или выбил Самуэль Эдеру? Гастальделло, длинная передача вперед. Я думаю, что у Макси Лопеса есть все шансы выйти на Сан-Сиро, на котором не играл с тех пор, как перебрался в Геную из Милана. Ну, кстати, Самдори очень неприятный соперник для Интера. В последних 5 поединках на Сан-Сиро в различных турнирах в серии А и в Кубке Италии Интер выиграл всего лишь 1 раз. В 2009 году в Кубке, а все остальные встречи закончились в ничью. В 2010 году оба матча 1-1 и 0-0. А чуть раньше команды встречались в кубковом поединке и с трудом со счетом 1-0 Интеру удалось выиграть. Так что неудобный очень соперник Самдори для Интера. И не случайно Страмачони определенное опасение высказывал по поводу предстоящего матча. Пока по счету эти опасения полностью себя оправдывают. Интер проигрывает, и ничего особенного у ворот Ромеро не происходит. Санетти не позволил себя обыграть. Продолжает Санетти демонстрировать выдающуюся спортивную форму. И такое впечатление, что он может играть еще запросто несколько лет. Вполне возможно суметь побить все мыслимые рекорды. Кассано. Не дошла передача до соперника. Мешают друг другу игроки Самдори. И за резкую игру Мудингай наказан. Гастальделло достался по ногам. Опаздывал Мудингай к мячу. И врезал центральному защитнику Самдори довольно-таки прилично. Очень цепкий, очень жесткий Габи Мудингай. При этом с мячом обращается вполне на хорошем уровне. В Болоне был ключевым футболистом. Да и в Лацио он 2 сезона провел. Тоже на очень хорошем уровне. В Болоне так просто был лидером полузащиты. Но уже вот этот не юноша точно, потому что 31 год. Но опять же, если ориентироваться на Санетти и на то, в каком возрасте предыдущее поколение Милана заканчивало свою карьеру, Мудингай может тут еще лет 10 спокойно играть. Но все-таки его брали на замену для турновера под Камбьясо. Поэтому пока что у Габи всего 2 матча в стартовом составе. Милито, Паласио, Кассано. И совсем пока что выпадает Фредди Гуарин из игры. Милито. Долго. 4 соперников его окружили. Быстро отобрали мяч. И быстро пытаются доставить мяч вперед. Эдер не успевает. Ханданович.
Странная все-таки история произошла с Жюлио Сезаром, что он там не поделил с руководством клуба. Был одним из лучших вратарей, ну, Европы уж точно, и Италии вместе с ней. Уехал в Англию, в какой-то заштатный клуб, непонятно зачем. Ханданович хороший вратарь. Но защитникам, я думаю, с Жюлио Сезаром было вполне комфортно играть. И это потеря, скорее, все-таки для Интера, нежели чем равноценный размен одного на другого, при том, что у Хандановича, конечно, другой контракт и зарплатную ведомость Интер подразгрузил, распрощавшись с Жюлио Сезаром. Кассано с мячом. Ох, как здорово покатил удар и выручает Ромеро. Сейчас, ох, какой еще удар Гварина. Вот Гварин прицельно пробил, наконец, но в створ ворот не попал. Здорово сейчас голкипер Сампдории среагировал. Очень неудобный был удар под опорную ногу. Сейчас стадион недоволен, не очень понятно чем. Это произошло во время повтора. И Антонио Кассано опять побежал выяснять отношения с судьями, обращать их внимание на что-то, что, по мнению Кассано, осталось за пределами их внимания. По нулям 35-я минута было бы, если бы не ошибка Интера. Интер-то сам почти ничего не создал. А так, одна неловкая ситуация с участием центральных защитников и 1-0 Сампдория впереди. Самуэль. Гаргано. Кассано. Поздновато забегание начал делать Перейра. Некоторые действия все-таки скаутские не всегда понятны. Но был и есть Нагатомо, хороший футболист. Ничем не хуже этого Перейра. Зачем брать Перейру, сажать Нагатомо на лавку? Мне кажется, не та позиция, которая непременно требовала усиления. Альварес, которого тоже покупали с такой достаточно большой рекламой, что вот едет к нам суперигрок, суперталант, аргентинский Кака, как его называют в Италии. Но благополучно Альварес второй год сидит в запасе, за редким исключением. В этом сезоне ни одного матча в стартовом составе. В прошлом, ну, хоть как-то, что называется, подпускался к основе. Нарушение правил тем временем. Гастальделло на газоне, мяч у Сампдории. Заканчивается первый тайм. Вязкая игра, не очень увлекательная. Пока веселее всего на Сардинии, где Калери обыгрывает Сиену уже со счетом 3-0. Но о других результатах я вам ничего не скажу. Потому что что-то вы сможете посмотреть в записи, что-то в обзоре. Паласио не доберется до мяча. Кандидатов на замену более чем достаточно. Хотя в онлайне тут результаты вполне интересные. Очень даже. Но не будем отвлекаться. Что есть у Интера? Вернее, кто есть у Интера? Из нападающих. При том, что трое уже на поле, все-таки из тех, на кого можно рассчитывать впереди, нет никого. Просто вот совсем никого.
Из известных, по крайней мере, игроков. Молодежь мы не рассматриваем как варианты для усиления игры. Так что, видимо, придется выжимать максимум вот из этого состава. Ну а Сампдория никуда не торопится. Ведет в счете. И ничего у ворот Хандановича Сампдория не создала, кроме вот того штрафного, в результате которого ошиблись Раноки и Самуэль. А Мунари аккуратненько переправил мяч в ворота. Берарди. Нарушение правил и ждет судья, пока окончательно повалится на газон игрок Сампдории. Упорно и упрямо шел вперед Сориано. Ну, там был очевидный толчок в спину, поэтому спорить нечего. Нельзя не обращать совсем внимания на вот эти вот серии, на позитивные результаты. Но все-таки имеет смысл посмотреть, с кем Интер играл вот в эти 7 встреч. И где? Дома или на выезде. Ну, просто чтобы так не переоценивать достижения Стромачони и его команды. Прессингует Сампдория, причем довольно активно, прямо в чужой штрафной площади. Ханданович. К чему Стромачони пришел со своей командой? Все-таки 2 месяца активной деятельности в чемпионате — это уже достаточный срок, плюс подготовка к сезону. В этом смысле повезло Интеру, что он играет календарный матч с Ювентусом только в 10-м туре, то есть фактически в середине круга, когда уже не годятся ссылки на несыгранность, на то, что вот только начался сезон, еще в него не вошли, все уже кругом вошли, даже двери за собой закрыли и окна. Надо играть в футбол, и вот к чему Интер пришел, освобожденный от Лиги Чемпионов, в отличие от Ювентуса, который там, конечно, тратит сил больше, чем Интер в Лиге Европы. Так вот, матч очный должен показать, к чему Стромачони на этом этапе пришел. Паласио, но это даже не удар по воротам, направил мяч в сторону ворот. Ромеро на всякий случай кулаками сыграл, а здесь грубо ошибается Мудингай, он на красной карточке, поэтому фалить ему нельзя. А диагональ посмотреть налево сделать Эдер не видит. И никто не подсказал. Ну, Сампдория мяч у себя сохранила. Тессоне показывает: давай, двигай вперед мяч, хотя бы, если сам не хочешь бежать. Но Мунари решил позицию свою не бросать. Мяч в итоге команда Феррары потеряла. Самуэль переводит направо. Санетти опускает мяч вниз, бежит вперед. Гаргано. Мудингай. Перехватили гости мяч. Тессоне. Сориано. Пока не вступит Интер. Хороший отбор. Дождается, пока Сампдория сама отдаст мяч. Ну и тут же Интер уже ошибается. Паласио.
Гуарин. Покати направо. Удар Касано. Касано. Что ж все не пробьет-то никак. Все хочет Касано суперпас выдать на гол. Почти докатывает мяч сейчас до Диего Милито Касано. Ну, вообще вот с этой камеры видно, что мяч в ворот, скорее всего, не проходил. Накрывали уже Касано защитники. Поэтому, наверное, он решил, что пас будет более верное решение. Но пас не дошел до адреса. Поторапливаться начинает Интер. Надеюсь забить гол в раздевалку. Ну, отсюда забить сложно. Мяч у вратаря. Ханданович не готов к этой передаче Мудингай. Все понятно. Пока бывшему игроку и тренеру Ювентуса Страмаччони проигрывает накануне поединка, собственно, с лидером чемпионата. Ничего выдающегося подопечным Чиро Феррари не показали, но они ведут в счете 1-0, забив свой единственный момент. Это тоже нужно уметь, быть готовыми использовать единственную, может быть, возможность, которая возникнет в матче, при этом не терять концентрацию Сампдория в обороне. Да, все время где-то на грани гола. Вот в тех случаях, когда Интер забирается в штрафную площадь, особенно если с мячом Касано. Но пока такого вот по-настоящему опасного момента, тем не менее, не возникало. Ну и все, ничего добавлять судья не стал. 1-0 Сампдория выигрывает. Под свист Сан-Сиро. Команда отправляется в подтрибунное помещение. Нужно придумать Страмаччони, что делать, как перестроить игру своей команды. Может быть, произвести какие-то замены с тем, чтобы освежить игру и не прерывать накануне Ювентуса свою победную серию в домашнем матче против команды, которая находится все-таки в нижней части турнирной таблицы, проиграв 5 матчей подряд. Перерыв. Продолжаем прямую трансляцию из Милана. Сан-Сиро, проливной дождь и 0-1. Интер проигрывает после 7 побед подряд в разных турнирах, включая Лигу Европы. Проигрывает Сампдории, команде, которая находится на 12 месте в турнирной таблице. В свою очередь проигравшая 5 матчей подряд, но это исключительно матчи чемпионата Италии, поскольку в других соревнованиях Сампдория не участвует. Матчи на Кубок Италии уже не проводят с Сампдорией. Она умудрилась на самой ранней стадии проиграть команде чуть ли там не из 4-го дивизиона в серии пенальти. Нет, конечно, не из 4-го, из серии Б.
Но неважно. Короче говоря, Сампдория выигрывает пока 1-0. Забил гол Сориано. И у Интерзамена Камбьясо выходит на поле. Но вот нападающего, как мы отмечали, в запасе нет. Кем можно было бы усилить игру, нашелся полузащитник. Правда, не атакующего плана, но тем не менее все-таки игрок очень опытный, игрок классный. Надеется Стромачони, что с выходом на поле еще одного ветерана, еще одного сенатора, как их в Италии называют, такого рода опытных людей, помощников фактически главного тренера. Они-то и по возрасту постарше Стромачони, или ровесники с ним. Вот такое решение: вместо Мудингая, который получил желтую карточку, вышел Камбьясо. Ханданович в воротах, Санетти 4 номер, 25-й Самуэль, 31-й Перейра, 23-й Ранокия, 21-й Гаргано, 14-й Гуарин, 8-й Паласио, 99-й Кассано, 22-й Милито и 19-й Камбьясо. Состав Интера: Ромеро в воротах Сампдории, Гастальделло 28-й, Россини 35-й, Берарди 13-й, Коста 3-й, 11-й Мунари, 12-й Тиссоне, 16-й Поли, 21-й Суриано, Эсчегарибия 2 номер и 23-й Эдер. Чиро Феррара, главный тренер гостей, Стромачони, главный тренер Интера. Начинается второй тайм с атаки Интера и неточного удара Паласио. Паласио. Ох, как элегантно Паласио ушел от поля, но дальше сделал неточную передачу. Во втором тайме медленно игравшая до перерыва Сампдория будет действовать еще медленнее, растягивая время матча. Игровые эпизоды, насколько это возможно. Ну и думаю, что Макси Лопес выйдет в ближайшее время на поле, и тогда при стандартных положениях уже не только на ошибку соперника сможет Сампдория рассчитывать, но и на умение побороться за мяч и выиграть его Макси Лопес. Ранокия, Самуэль. Странно, что Интер решил расстаться с Лусио, который не попадает в основной состав Ювентуса. И при том, как Ювентус сейчас играет здорово в обороне, не проигрывая никому вообще, рассчитывает Лусио на старт довольно-таки сложно. Такой случай необычный, когда один из лучших игроков своего амплуа в мире, капитан сборной Бразилии, ведущий сборной, опять-таки, мира, не проходит в стартовый состав своей новой команды. Если бы... Понятно, что его брали в основной состав, но и он, собственно, и играть должен был в нем, но получил травму и сел в запас, и тренеры ничего менять не хотят, потому что и так хорошо все в защите, и 3 защитника играют более чем удовлетворительно. Интеру, я думаю, Лусио бы не помешал в паре с Самуэлем. Это было бы более надежное сочетание, нежели чем Раноки. А за это предупреждение, мне кажется, давайте. Это что за прыжок в ноги? Совсем что ли невменяемый. За это надо желтую давать 100%, а то еще и хорошо и красную дать. Так же ногу можно сломать. Совсем что ли очумел? Да, конечно. Какие там Безбородовые или на кого там кидаются на наших? Нам беда НТВ+ заключается в том, что мы слишком много показываем футбола. Самого разнообразного. Нам есть с чем сравнивать. А как известно, все познается в сравнении.
судейство Клотенбурга, хотя и не на НТВ+ это было. Но это просто песня какая-то. Решение 5 судей. Ни в каком чемпионате нет 5 судей. Но там 4 совещались. Боковой, главный, за воротами и еще 6-й, который там 4-й по номеру. В совещании принимали участие. 44 секунды отменяли чистейший гол катаний в эти выходные. Сейчас человек с нанесением травмы прыгает сзади в ноги, хоть бы хны. Ничего не происходит. Паласио с мячом. Вне игры. Еще не было вне игры. Кому красный? Это за фол последней надежды? Ну, вряд ли Милиту. Может, что обиделся судья. Неизвестно никого, правда. Хорошо подставился Милиту. Нарушение более чем спорное. Какой там контакт был? А что Коста делал? Он что, в ноги играл? Он что, толкал? Ну да, чуть-чуть, конечно, соприкоснулся. Но извините, за такие пенальти давать вещи. Выставил чуть-чуть пятую точку Милиту назад. Еще и удалил судья. Там игрок лежит, которого много чуть не сломали за пределами поля. А он дает удаление и пенальти. А вы говорите, в чемпионате России судят плохо. Или, как еще говорят, предвзято. Что уже, в общем-то, обвинение. Пенальти назначен. Хотелось бы посмотреть эпизод и убедиться в том, что Милита не был в офсайде. Потому что в динамике эпизода мне показалось, что было положение вне игры. Милита открывает счет. Я уж пускай не обижаются болельщики Интера. Я не буду эмоционально приветствовать этот гол, потому что забит он при весьма странных обстоятельствах. На мой взгляд, нарушения правил не было. И уж тем более не на красную карточку это было нарушение. А до этого судья допустил грубейшую ошибку, не наказав Перейру за откровенное хамство, которое может закончиться травмой игрока Сампдории. 1-1. Тем не менее, дайте-ка нам повтор. Замена. Де Сильвестри выходит у Сампдории на поле. Ну, поскольку центральный защитник удален, соответственно, надо делать перестановки. В десятером остается Сампдория почти на целый тайм. Ну и, похоже, повтор мы не увидим. Хотя иногда итальянцы с большим опозданием показывают повторы сложных моментов и спорных. Ну, видите, пятый арбитр, четвертый, какой угодно, по номеру, те, которые ассистенты главного судьи, располагающиеся за воротами. Это дело хорошее, но не панацея. Вот сейчас момент нарушения против игрока Сампдории происходил не с той стороны ворот, за которыми стоит помощник главного судьи. И поэтому никто не помог и не подсказал. Уехал, наносил. Он много ему мог сломать. Красную-то надо было не тому давать. Красную надо было Перейре гнать его с поля в шею. Безобразие просто. Нанесение травмы, удаление. Даже тут спорить не о чем. Ну хорошо, ну это желтый, ну как минимум. И штрафной. И мяч в другую сторону. И все по-другому. И нет никакого пенальти. Атаки уже это нет. От Паласио мяч уходит за пределы поля.
Ну хорошо, допустим, повезло Милиту, что он не оказался в офсайде. Но дальше он, конечно, молодец, подставился здорово. Но Коста не нарушал, на мой взгляд, правил. Наткнулся на спину Милиту, не толкал его ни локтем, ни руками, ничем. А что же надо было Косте сделать? Остановиться как вкопанному, если ему человек пятую точку подставляет. Милиту умышленно затормозил. Он мог двигаться дальше за этим мячом. Нет, он сбросил скорость и, естественно, позволил вступить с собой в контакт защитнику. Потому что там делать больше ничего не оставалось. Где здесь фол последней надежды усмотрел судья? Тоже надо у него спросить. Ну, по крайней мере, хотя бы вне игры не было. Делает этот факт, эпизод менее скандальным, но все равно я думаю, что разбирать этот момент будут не меньше, чем гол «Зенита» в ворота Алании. Сложно принимать решения, все очень субъективно. Судья так увидел, мы сяк. Практически уверен, что у вас тоже разные мнения по этому эпизоду. У болельщиков Интера оно одно, у тех, кто не за Интер, совершенно другое. И чем больше мы смотрим футбол, тем больше понимаем, насколько свободны судьи в принятии, в трактовке, вернее, эпизоды, и насколько порой субъективны не бывают судьи в принятии решений. Ну, 1-1 Интеру мало. Матч с соперником, который находится существенно ниже в турнирной таблице. Матч нужно выигрывать, поэтому Интер наверняка приложит усилия. У режиссера тоже есть вопросы к арбитру, поэтому он его показывает периодически крупным планом. Даниэль Дувери, главный судья матча. В Италии, кстати, похожий процесс идет, как и в России. Смена поколений, целый ряд судей во главе, кстати говоря, с тем же Розетти закончили активную судейскую деятельность. На их смену пришел целый ряд новых арбитров. Некоторые из них тоже потихонечку уже заканчивают. Тут Риццоли, который вроде не так давно начинал, он сейчас самый-самый топ итальянский судья. И то постепенно к закату его карьеры судейская приближается. И целый ряд молодых арбитров, как и в России, работают на матчах серии А. И несмотря на то, что теперь 5 человек работают на матчах, ошибок, спорных ситуаций, порой вопиющих ситуаций, как в игре Катания-Ювентус, когда ошибка была настолько очевидна, тем более с помощью телевизионных всяких приборов уточнить это несложно. Что тема судейства, которая и так очень любима именно в Италии, она приобретает уже какие-то безграничные масштабы. Ну и сегодня эпизод, все-таки речь идет о потенциальном сопернике Ювентуса. И о том, что от результата этого матча зависит, с какой разницей в очках друг по отношению к другу подойдут команды к очному поединку. Ренан выйдет на поле в составе Сампдории. Укрепляет Феррара оборону. Поле тоже недоволен судейством. В злой уходит за пределы поля. Нагатомо готовится выйти у Интера. И даже сейчас мне показалось, Самуэль на бедро принял, но арбитр показал, играйте, так можно, по его мнению. Гуарин.
Тисоне. Отобрали мяч гости. Ну, их 10 человек, поэтому вперед идти активно и большим количеством игроков они, естественно, не идут. 1-1 по такой игре более чем устраивающий результат и абсолютно не устраивающий Интер. Нам, конечно, выгоднее, чтобы выиграл Интер и чтобы интрига в борьбе за Скудетто сохранялась. Но истина дороже. Причем фокус-то, опять же, вот и этой ситуации, как и многих-многих-многих других, за исключением, допустим, ситуации с пересечением мяча линии ворот, где в правилах четко написано, при каком отношении мяча к линии ворот гол фиксируется, а при каких не фиксируется. Но в правилах не написано, за какого рода именно контакт защитника и нападающего, Милито бьет штангу, назначается или не назначается штрафной. Это судья интерпретирует, причем за 1 секунду интерпретирует эпизод. Может быть, он может услышать подсказку и отменить решение. Такие ситуации тоже бывают, правда, крайне редко. Но, в принципе, это секундное решение, молниеносное решение. Моментальная реакция на понимание сути эпизода. Можно сколько угодно листать правила. Мы не найдем там четкого объяснения, как трактовать подкат, выполненный Перейрой против получившего травму игрока Сампдории Бернард. И не найдем мы там четкого объяснения того, как трактовать контакт, который был, безусловно, вот в этом эпизоде. Ну, подставился Милито. Ну, какое это пенальти? Какое это пенальти? Какое удаление? Но сбросил же скорость Милито. Он схитрил. Потому что он большой нападающий, хитрый, который четко знает, как выжимать максимум из эпизода. Но Коста не нарушал правил. Он просто наткнулся по инерции, естественно, на большой скорости, двигаясь вслед за Милито. Когда тот скорость сбрасывает неожиданно, естественно, человек сзади в него влетает по ходу своего движения. Но абсолютно никаких ни рук не выставлял, ни ног, ни по ногам не бил. Ничего не делал Коста, что можно было бы воспринять как нарушение правил. Жесточайшее наказание Сампдории, и пенальти, и еще и красная карточка. Игра продолжается. 1-1, 63-я минута. Гуарин с мячом. Гаргано. Гуарин готовит удар. Все знают, как он бьет, поэтому накрывает его правую ногу. Санетти получает мяч справа. Подача! Это был голевой момент. Паласио не попал толком по мячу. Совсем выпадает из игры Кассано. Может быть, он не в лучшей форме, но совсем его не видно. Почти никакого участия в игре он не принимает. Эдер зацепился за мяч. Против него Ранокья. Ну, надо пытаться штрафной заработать Эдеру за счет каких-то индивидуальных действий. Ну, пока Сампдория вернул мяч в середину поля. Тисоне переводит направо. Там есть свободная зона. Перед вышедшим на замену Де Сильвестри. Ну и Сампдория, играя в меньшинстве, умудрилась в позиционную атаку перейти и расположилась на половине поля Интера даже. Тисоне прессингует Камбьясо. Уходит Сампдория из-под прессинга. Попытка навесить мяч. Подача. Мяч падает в Нагатому. Но не в нога, а в рука Тому. Поэтому игра продолжается. Ну и даже скорее не в рука, а в корпус. Ромеро технично переиграл Паласио. Сампдория как-то очень резво
играет, пока не закрываясь совсем на своей половине поля, не пытаясь организовать какую-то контр-игру. Сориано заработал штрафной. И капитан команды Гастальделло отправляет мяч вперед. Камбьясо, длинная передача. Паласио. Здорово, Паласио. Почти здорово обработал мяч, но успел отработать в этом эпизоде Россини. Кассано. Пас под удар, но этот пас никто не ждет. Но Эдер как неловко играет. Подарил мяч Гуарину. Гуарин штрафной. Дальше Самуэль боднул этот мяч в штрафной, но там никого не было. Ошибается Самдори на выходе из обороны. Раноки прессингует его Тиссоне. Отбирает мяч. И от ноги Раноки мяч покидает поле. Мяч генуэзский. Ренан. Прилично еще времени играть. После удаления попал в штангу Милито. Больше моментов Интер пока не создал. Ошибка. Ренан долго принимает бразилец решение. Ну, ушел, причем не налево. Налево хватается за голову автор гола в ворота Интера Мунари. Можно было почетче в этом эпизоде сыграть. Эдер набегался, Эдер устал. Ренан молодец, заработал даже угловой. Ну что же, Феррара тянет. У него Польсон есть. Есть Лопес. На Кастеллини есть. Есть игроки, которых можно свеженьких выпустить вперед, поцепляться за мячи, потому что Эдер набегался уже. Наелся, что называется. Ему тяжело в одиночку там играть впереди. Но шанс, конечно, для Самдори сейчас это стандарты. Удалось дойти до чужих ворот и заработать угловой. Тиссоне мяча. Подача очень глубокая, сильная подача. Ренан на подборе. Ой-ой-ой, как ошибается Ренан. Кассано вываливается. Интер 2 в 1. Кассано справа, Паласио. Набирает ход Кассано. Катит мяч под удар. Паласио. Игра сделана. Я думаю, 2-1. Паласио забивает. Сейчас никаких вопросов никому, кроме как браво Кассано, браво Паласио. Кассано все-таки свое дело сделал. Выкатил мяч. В первом тайме он все хотел сделать изысканную голевую передачу, но сделал во втором. Милито тоже красавец, очень здорово покатил мяч Кассано, но Антонио дальше сделал все на 5 с плюсом. Вовремя покатил, ни о каком выигрыше здесь речи быть не может. Ну и Паласио под штангу, бильярдный абсолютно удар. Красивый гол, когда красиво, когда по делу, то браво, браво, браво Интер. 2-1. Но осадочек все равно остается, так что Интеру надо еще парочку забить, чтобы все вопросы снять окончательно. Относительно того, кто же был сегодня сильнее. Затянул, мне кажется, Феррара с заменами. Хотя Ренан он выпустил. И Де Сильвестри тоже. Может быть, и не хотел рисковать, делая последнюю замену за 20-25 минут до конца игры. Мало ли что, еще какая-то травма. Но сейчас самое время, поскольку надо пытаться спасать игру. Игра-то в целом равная, ничейная. Не владел Интер таким уж большим преимуществом, чтобы однозначно считать себя победителем этого матча. Шанс у Самдори был бы при равной игре, при игре в равных составах.
сыграть в этом матче успешно. А так Интер идет на 8-ю победу подряд. С турнирной точки зрения, конечно, еще раз повторяю, гораздо интереснее будет смотреть матч Интера с Ювентусом в ближайшую субботу после победы Интера, а не после поражения. Так что давайте считать, что арбитр встречи помогает сохранить интригу в борьбе за Скудетто и судит не по правилам, а по духу турнирной борьбы. Странные результаты тура. Советую посмотреть вам потом что-то по повторе, посмотреть обзор. Прямо скажем, есть неожиданности, причем большие. Паласио шел на дубль, не попал в створ. 20 минут. Интер может забить еще мяч другой. Ну, а потом я скажу, потому что этот матч мы не показываем. Таланта выигрывает у Наполи на своем поле. Это имеет к нам отношение, потому что Интер сейчас на чистом втором месте. В конце, естественно, я скажу, как Ювентус сыграл с Болоньей, потому что это, опять же, имеет отношение к ближайшему матчу Ювентуса и Интера. В конце репортажа мы должны все-таки подбить бабки и итоги все-таки этого тура подвести с точки зрения того, какова диспозиция вверху и на каких местах подходят к субботнему матчу его участники Интер и Ювентус. И если они подойдут в качестве первой и второй команд серии А после 10 туров, это придает матчу еще более важный статус и более яркую афишу. Все-таки матч проходит дома, и в случае победы Интера отставание Интера от Ювентуса может вообще до 1 очка сократиться. И тогда он, именно Интер, а не Наполи, по таблице, если судить, становится главным преследователем Ювентуса. Пока единственная команда, которую Ювентус обыграл, это Наполи в Кубке Италии. Во всех остальных турнирах, и в частности в чемпионате, беспроигрышная серия Ювентуса продолжается. Ну, еще матч с Болоньей не закончился, впрочем, поэтому подождем. Просто заранее предупреждаю, если вы хотите матч Ювентус-Болонья посмотреть потом где-то в записи, не зная счет, то вы где-то за минутку до финального свистка здесь избавьтесь от вашего комментатора и смотрите просто за картинкой матча. Тисон отправился к угловому флагу. Что это произошло, интересно? Как вы думаете? Это, наверное, Сиена забила в ворота Калья. Правильно. Я не виноват. Ну, узнав нечто, стадион сразу запел, а Интер забегал еще быстрее. Но Сампдория в атаке. Эдер, бедняга, в одиночку сражается против обороны Интера. Камбьясо, Кассано. 20 минут с добавленным уже, я думаю, временем. Кассано. Заметьте, какую скорость демонстрирует, потрясающую.
Интересно, будет еще в следующем сезоне Санетти играть. Тогда 40 лет разменяет. Но Костакурта до 41 играл в Милане. Ну, может быть, не до 41, в 40 он точно выходил на поле. Так что для города Милана такие возрастные футболисты — это, в общем, вполне привычная история. Ну что, самая интересная минута этого матча. Четверть часа остается до конца игры. Разовьет ли Интер свое преимущество? Камбьясу высоковатый был для него мяч. Ромеро. На готово торопится Интер. Хочет забить третий мяч, чтобы уж совсем все вопросы снять относительно победителя этого матча. Ну, ворот Хандановича совсем ничего не происходит во втором тайме, после того, как на 51-й минуте просто был удален с поля за, по мнению судьи, фол последней надежды. Санетти. Гаргано. Спокойно Интер контролирует мяч, без особого продвижения вперед. Кассано показывает ему, что можно через защитника. Раноке. Гварин здорово уходит от Ренана. Дальше Тиссоне сыграл в мяч. Ну и Макси Лопес только-только вот выходит на 78-й минуте. Естественно, вместо Эдера, который уже наелся давным-давно и очень устал. Нет, выходит Макси Лопес вместо человека, который сам вышел на замену. Видимо, Феррару не устроило то, как Ренан вошел в игру. Хотя странно. Ничего такого плохого Ренан не совершил, как мне кажется, чтобы подвергнуться такому унижению обратной замены. Паласио с мячом. Милито. Кассано. Здорово уходит от этот автор забитого мяча. Мунари. Желтая карточка и штрафной. Тут бесспорный штрафной. Ухватил за корпус, завалил Мунари. Кассано. Который в целом провел очень сильный матч и, как выясняется, становится автором, судя по всему, голевой передачи на победный мяч. Ну а сейчас у Интера есть возможность увеличить счет. Со штрафного Снайдера нет, но и без него есть кому пробить. Могучий удар у Гварина. Кассано может пробить. Ну, в общем, тут есть вариант. Милито, хотя он бить не собирается, ушел к стенке. Вряд ли стенка отодвинута на 9 метров. Кассано перебросил таки ее, но и ворота вместе с ним. Гварин пока не забивал в новой команде. Хотя свой великолепный дальний удар уже демонстрировал, но пока без гола. Ну, вот так вот сейчас ходит на Интер.
Хотя нам показали трибуну гостевую. Там обычно болельщики Милана сидят на южной трибуне, интеристы слева от нас на север. Сампдория с мячом. Пас в сторону Макси Лопеса. Ошибается Интер. Пас Эдер. Эдер. Самуэль. Не ошибается Самуэль. Нагатому. Молодец японец. Выбрался из непростой ситуации, в которую свои же загнали. Паласио. Опять через паузу. Камбьясу. 10 минут до конца игры. Можно продолжать атаку. Нагатому. Вторым темпом там трое сразу открываются. Даже четверо. Пас Кассану. Ой, здорово как. Ну, забивай. Ну и вот первый гол Фредди Гуарина за Интер 3-1. Интер набирает 3 очка. Здесь все ясно. Кассану второй голевой пас записывает на свой счет. Ну, нравится ему отдавать результативное. По счету Интер снял все вопросы, конечно. Преимущество существенное во втором тайме. Хотя здесь ситуация тоже такая пограничная с положением Кассану. Что у него там было за линией офсайда? Локоть, рука, ладонь. Часть тела, которую можно играть в футбол, или другая часть. Но гол в любом случае засчитан. А судейство в этом матче пусть разбирают уже наши итальянские коллеги. Мы можем только мнение высказать, все равно ничего это не изменит, в первую очередь счетное табло. Шестой матч подряд проигрывает Сампдория. Я думаю, что после такого матча вряд ли будет расставаться Феррара со своей должностью, но по собственной воле он точно не будет оставаться. А вот со скамейкой в этом матче ему расстаться придется, потому что его удаляет арбитр. Видимо, показалось со скамейки. Нет, не Фредди говорим, Чиро Феррара его зовут. Что произошло-то? Почему Фредди Гуарин? Ну, Гуарин, он 14 номер на поле. Феррара удален. Видимо, со скамейки Сампдории тоже показалось, что Кассану находится в офсайде. А тот повтор, который нам дали, такое подозрение есть на то, что там было вне игры. Да, неоднозначная получается по судейству игра. С вопросами по ключевым эпизодам к арбитру встречи Довери. Удаляет он Феррару. Сильвестри выходит вместо Раноки. Шесть аргентинцев сейчас на поле в составе Интера. И остался один итальянец, Антонио Кассано. Зато какой итальянец. Сампдория в первом тайме играла неплохо. Может быть, на гол она тоже не наиграла. С голом ей повезло. Но на 0-0 вполне можно было бы пойти в этом матче. Ну что, сейчас в карьере Феррары все зависит от Гарона, от выдержки этого уже в сильном возрасте человека. Как он расценит игру Сампдории конкретно вот в этом матче, насколько увидит вину Феррары в этом поражении, либо все-таки фактор судейства поможет Феррари
остаться на своем посту. Ну, за день до следующей игры вряд ли будет какая-то смена. В таком плотном графике это вряд ли уместно. А вот уже вот следующий матч, он будет, я думаю, точно решающим для Феррары. Это игра Сампдории с Аталантой дома. Если уж Аталанту не сумеет обыграть Феррара, тогда да, действительно. Шансов остаться на посту главного тренера у него будет немного. 5 минут с небольшим до конца матча. Так и не показали нам нормальный повтор последнего гола Интера, чтобы мы могли хотя бы разобраться в том, был Касанов в положении вне игры или нет. Хотя, опять-таки, это ничего не изменит, но так для галочки. Для понимания того, сколько все-таки спортных эпизодов в этом матче. Нагатомо с мячом. Интер катает мяч, никуда не торопясь. Камбьясо. Милито, Санетти. Прострельная передача. Защитники на месте. Болельщики уже готовы к матчу с Ювентусом, если вы слышите кричалку с Сан-Сиро. Гаргано пасует назад. Ну, напоминать не буду вам ключевые эпизоды. Все и так понятно. Повезло Интеру на 51-й минуте, когда судья в неоднозначном эпизоде назначил и пенальти, и еще удалил игрока Сампдории. Гуарин здорово ушел от Тиссоне. Касано просит передачу, но сложновато, я думаю, будет Нагатомо туда сделать пас. Тем не менее он продрался, его толкнули в спину. А что сейчас не назначаешь? Давай уж. А вот сейчас был толчок. Да, очень запутанная ситуация в таблице возникнет после 10-го тура, если вот матчи все закончатся так, как сейчас в онлайне. Очень плотно в таблице. 5 очков от еврокубковой зоны до зоны вылета. Последняя минута. Всем все ясно. Интер одерживает победу. 8-ю подряд. Сампдория 6-е поражение подряд. И впереди в субботу очень интересная игра Интер-Ювентус. Ну, по крайней мере, у болельщиков Интера и Ювентуса нет друг к другу никаких претензий по поводу судейства. Кстати, Стромачони, надо отдать ему должное, очень корректно высказался относительно эпизода в матче Катания. Анджело Перуцци, помощник Феррары, вместо удаленного тренера остался на лавке командовать
своими футболистами, подсказывать им. Ну, что-то подсказывать. Ни сил, ни времени нет. Так вот, Стромачони сказал, что на его взгляд судейство пока в чемпионате такое, что он не видит никакой предвзятости в отношении соперников Ювентуса. Типа, что Ювентусу подсуживают. Нет, сказал Стромачони, я этого не вижу. 4 минуты добавлено. То есть молодец, не стал эту тему развивать. Получается так, что перед очной встречей судьи, если будет признано, что арбитр сегодняшней встречи допустил ошибку, хорошо, ну, допустим, да, там пенальти 50 на 50. Ну, на мой взгляд, не 50 на 50. Ну, хорошо, пусть будет 50 на 50. Но вот эпизод, который предшествовал назначению пенальти с грубейшей игрой Перейры и свисток, который должен был там прозвучать, наказание и мяч, отданный Сампдории, он бы изменил следующий эпизод, как минимум. Конечно, не всю игру, но как минимум следующий эпизод, в результате которого возник фол и 11-метровый. Если это будет признано, ну, в таком случае получится, что судьи допустили ошибки в пользу и Интера, и Ювентуса. То есть не в пользу какой-то команды, а другой, соответственно, претендент или преследователь, как угодно назовите, в результате судейских решений пострадал. Нет, и те, и другие берут очки, и через минуту, на 93-й, я вам скажу, что происходит в турнирной таблице. Хотя матчи еще не закончились ни в Бергамо, ни в Турине. Ну, вы даже по реакции трибун, наверное, можете догадаться, что больше нигде ничего не происходило и голы не забивались. Иначе было бы соответствующее оживление. А у нас 2 минуты еще играть. Сыровато, конечно, еще игра Интера. Поэтому очень много будет, конечно, от настроения, от везения зависеть. Как будет складываться игра против Ювентуса. Но то, что Ювентус, несмотря на матч на выезде, остается фаворитом, я думаю, болельщики Интера спорить по этому поводу не будут. А фокус в том, что вот сейчас минута остается, и я вам скажу, что происходит в параллельных матчах. Да, фокус в том, что вот сейчас еще матчи не закончились, но если все закончится как на данную секунду, в случае победы над Ювентусом Интер выходит на первое место. Дело в том, что Ювентус не может обыграть Болонью. Ничья 1-1, а это значит, что сейчас у туринцев 26 очков, а у Интера 24. Наполи проигрывает Аталанте в Бергамо, у Наполи 22 очка. То есть сейчас вверху таблицы 2 лидера. Молодцы, Сампдория делает счет 3-2. Тем более есть у них после этого матча вопросы. Недоволен, конечно, должен быть Стромачони действиями своей команды. Даже я уже отвлекся от... А вот и Ювентус забивает на 47-й минуте. Пожалуйста. Здорово разыграли. Красиво через центр прошли. 3-2. Сампдория забивает в десятером. Нет, бесполезно с Ювентусом сражаться. 28 очков Ювентус, 24 Интер. Но вот Наполи пока проигрывает 22 очка. В любом случае, Интер сейчас второй. И на матч с Ювентусом, если вдруг Наполи не совершит чудо и за там 1,5 минуты не забьет 2 мяча, в любом случае в качестве, получается так, сейчас главного преследователя Ювентуса Интер выходит на... Будет готовиться к матчу с Ювентусом. Что-то ошалел онлайн газета Дело Спорт. Что-то решил, что в этом матче 3-3. Нет, не 3-3, 3-2. Интер выиграл, так что все
в таблице, так как я вам сказал. 3-28, 24. Пока так. Ну, еще, видимо, не закончился матч в Турине. Закончится к матчу между этими командами в субботу. Таблица уже совершенно точно примет окончательный вид после 10 сыгранных туров. Что ж, ждем субботний поединок. А Сампдория непростые переживает времена. 6-е поражение подряд. Продолжит ли Чиро Феррера работу с этой командой, тоже в ближайшее время узнаем. Георгий Черданцев вместе с вами смотрел этот матч. Смотрите серию А на НТВ+. До свидания.